Сегодня я очень рада быть частью нашего великолепного концерта. Я безумно благодарна Рашиду Владимировичу Калимуллину за его доверие, что в очередной раз он доверил мне исполнить песню его сочинения. Я бесконечно восхищаюсь им как композитором, как музыкантом. И, как и сегодня, всегда испытываю особый трепет, исполняя его произведения, потому что они связаны с моим родным языком, с моей родной культурой. И вокальная, и симфоническая музыка Рашида Калимуллина всегда очень вдохновляет и дает новые силы на творчество. Дорогие друзья, очень рад видеть сегодня представителей нашего народа тоже. И мне очень радостно было, что все прошло хорошо, был очень замечательный концерт, все прошло на высочайшем уровне. Спасибо огромное, приходите к нам на наши концерты. Хотелось бы также сказать про штаб «Татар». Удивительная организация. Я хочу пожелать вам успехов в ваших делах, успехов в делах по привлечению молодежи на творческие проекты, на различные концерты. Желаю вам успехов. Всем здравствуйте. Я вот только что сыграл блестящий концерт для фортепиано с оркестром Рашида Калимуллина. Это такой необычный шанс, что могу играть такое произведение в таком прекрасном зале. И концерт очень интересный. Там я могу найти много разных мыслей композитора, могу сочувствовать разные культуры, разные ритмы, темпы и так далее. И сегодня день рождения нашего Рашида Калимуллина. Я хочу пожелать ему, конечно, с днем рождения, всего наилучшего, крепкого здоровья. И надеюсь, что у нас все будет шанс, что можно играть его произведение, потому что это мое удовольствие. Рашид Владимирович передает в своем творчестве идею единения людей и веры в лучшее, дарит свет и радость, в которых заложена великая исцеляющая сила. Сегодня отправимся с вами в незабываемое музыкальное путешествие по разным уголкам нашего мира, и благодаря музыке Рашида Калимуллина сможем также перенестись из мира реального в мир сказки и фантазии. На сцене один из старейших музыкальных коллективов – Московский государственный академический симфонический оркестр, художественный руководитель Иван Никифорчин. Откроет первое отделение концертной программы симфоническая поэма «Аслан», что означает «лев».
Рашид Фагимович Калимуллин, выдающийся композитор, и это очень здорово, что я вот уже второй год смогла попасть на его день рожденный концерт и послушать столько его замечательной музыки. И я от всей души поздравляю маэстро. Рашид Фагимович ежегодно радует слушателей премьерами, яркими, интересными, сочными сочинениями. Концерт уже завершился, и у меня перед глазами благодарные лица слушателей, их горячие аплодисменты. Рашид Афендиге, ижатыңызда зор уңышлар, сезгә иң изге теләкләр, зур рәхмәт. Симфонические танцы в 3 частях. Вальс, танго, тревожное утро. Мы с Рашид Фагимовичем знакомы довольно-таки давно, и творческая наша дружба началась с прошлого года, когда для нас была такая большая честь стать участниками его творческого вечера. И
небеса так сложили ситуацию, что этот вечер случился в его день рождения впервые. И в этом году мы повторили традицию. Надеемся, что она будет продолжаться и дальше, потому что каждая премьера композитора для оркестра – это очень ответственное мероприятие, поскольку все, что будет звучать впервые, во многом зависит от коллектива, который будет исполнять это произведение, как это произведение будет дальше жить, как услышат его зрители, слушатели. Очень во многом зависит от исполнителя, от оркестра, от солистов, от дирижера во многом. Команда собралась сегодня замечательная. Большой зал Московской консерватории – самая трепетная площадка в академическом мире для симфонических оркестров. И музыка Рашида Фагимовича, как всегда, разнообразная. Каждая национальная мелодия подчеркнута. Очень интересно и очень ответственно исполнять эту музыку. Поэтому мы рады быть причастным к этому, мы рады быть участниками такого мероприятия и надеемся на дальнейшую творческую и человеческую дружбу. И, конечно, от лица оркестра и сама лично я поздравляю его с днем рождения, желаю ему многие лета и большого творческого пути еще впереди. Спасибо вам. До новых встреч.